Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так: что ждет, что по судьбе на будущей неделе, что принесут, что изменят, что подарят вам следующие 7 дней. И если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Люди, очень много людей, очень много будет общения, встреч, знакомств, либо возобновлений отношений, возобновлений знакомств. Вот что будет. Может быть, вы уже знакомы, просто познакомились, там долго не виделись, либо не общались, либо как не встречались, а тут раз и встретили своего знакомого, посидели, поговорили, о чем-то договорились. Да? Вот идет восстановление, в связях именно идет восстановление. Плюс разговоры у вас идут интересные, познавательные, в какой-то части вот эмоциональные будут, да, где вы будете делиться своими переживаниями, либо выслушивать чужие переживания, да, вот просто делиться эмоциями, либо с вами поделиться. Вот. А другие же разговоры будут невероятно полезными. Невероятно полезными. Диалоги идут. Диалоги поучительные, образовательные. Диалоги, которые помогают узнать правду, выбрать правильный путь, получить подсказку, поддержку, ну не знаю, там просто суперценный совет. Вот что у вас идет. Вот прям говорить будете без устали. Говорить, переписываться, перезваниваться, да, вот коммуникации. Очень много коммуникации вышло у вас. Так, ну давайте пойдем по порядку. Начало недели. Начало недели немножко такое, знаете, тяжеленькое. Я так понимаю, что у вас будет интересная программа выходного дня. Да, вот кто-то субботу-воскресенье, либо воскресенье, если вы в субботу работаете, посвятите каким-то очень важным мероприятиям. У кого-то это будет, например, поход по магазинам. Да, находитесь целый день, устанете. У кого-то это будет встреча с друзьями, теплые посиделки. А кто-то будет работать дома, убирать, стирать, готовить. Ну, почему-то вот прям усталость. Первого дня недели чувствуется легкая усталость, ну и желание, конечно же, отдохнуть побольше. Раскачиваться. Первый день недели вы прям раскачиваетесь, все делаете не спеша, по обстоятельствам. Да? И вот желание... Поскорее бы этот день закончился. Хочу вот отдохнуть, хочу выспаться. Так, в принципе, ничего такого серьезного нет. Дальше идем, мои хорошие. Середина недели, вот начиная со вторника, да, по четверг. На работе какие-то интересные события у вас тут намечаются, какая-то прям надежда появляется. Кто-то будет ожидать зарплату, кто-то повышение будет ожидать, кто-то будет ожидать, возможно, приема на работу, да, если вы в поисках работы. У кого-то отыграется, не знаю, прошение вы какое-то напишите, чтобы вас там повысили, чтобы зарплату повысили, там отпуск, либо отгул вам дали, да, будете этого ждать. Вот с надеждой будете ждать, очень положительные эмоции идут. Так, еще тоже вот с работой связано. Человек, противный человек, не знаю, начальник, коллега, клиент,
Не любите вы этого человека, этот человек вас раздражает. Раздражает, прям человек только появляется, у вас уже внутренний такой колотун начинается. Этого человека не будет. Не будет. Причем, я так понимаю, не будет всю неделю. Вы будете на работу ходить вот как на праздник. Да? Вы будете понимать, что эта противная личность не появится, тревожить вас не будет. То есть чувствуете себя комфортно, на работе комфортно. Так, еще вот что связано с работой. Старайтесь соблюдать меры предосторожности в плане вот прям совсем уж близкого контакта. И старайтесь каждый раз, когда вы там входите, выходите в помещение, либо что-то, вот берете руками какие-то вещи, старайтесь соблюдать гигиену и протирайте. Здесь большая вероятность тактильным путем, ну, вот какого-то веруна себе приобрести. Вам это ни к чему, ни к чему. Почаще мойте руки, если есть какие-то антисептики, вот прям пшикайте, там салфетки специальные, да, не ленитесь, протирайте. Если вы не работаете, но вот ходите там в магазин, там какие-то общественные места, то же самое. То же самое. И сами так делайте, и своим близким говорите. Особенно вот деткам строго так накажите, чтобы они это делали. Вот. Ну и, конечно же, снабдите их специальными средствами. Это будет хорошо. Это будет очень полезно. Так, кто работает сам на себя, у вас, в принципе, знаете как, какие-то интересные проекты идут, мысли хорошие, что-то будете придумывать, прям, знаете, вот как рождаться что-то будет у вас в голове. Кто-то уже даже начнет пробовать что-то новое. Если с первого раза не получилось, ничего страшного. Просто надо додумать, доработать, доделать. Да? Ну, сырое идет, да? Что-то сырое идет, надо доготовить. Поэтому не отказывайтесь от новых идей, от новых мыслей, от новых предложений. Просто их детально и четко прорабатывайте. И тогда все будет хорошо. Прям, знаете, вот как загорается лампочка над головой, что-то вот новая мысль, новая идея, новый подход. Это нужно раскрутить. Вот до ума довести и раскрутить. Все будет хорошо. Так, кто-то у меня в дорогу собирается, я так понимаю, вещи собираете, чемоданы пакуете, либо для себя, либо для своей семьи, ну, кого-то из близких, может быть, провожать. Так, ничего не забывайте, вот ничего не забывайте. Прям самое вот важное, необходимое, прям лист напишите, пропишите там паспорт, деньги, там, трусишки, да, все пропишите. И вот по листу собирайте. Потому что высокий риск о чем-то забыть. А потом, как в последний момент, то ли возвращаться, то ли докладывать, то ли, ну, и хуже может быть, да, не хочу это озвучивать, да, но нужно прям быть очень бдительным человеком и все проверять, перепроверять, и прям не лениться. По листу лучше собирать, так вам будет проще. Так, деньги. Ну, деньги какая-то больная тема, честное слово. Я вот не могу понять. Страх, переживания. То ли вы не знаете, что с деньгами делать, то ли ну, что-то у вас в голове крутится с деньгами. В чем-то страх потерять, да, либо недополучить, либо потерять, либо в принципе не получить. Вас это очень будет беспокоить всю неделю. Я вижу, что очень много будет консультаций по этому поводу. С разными людьми вы будете об этом говорить. И что интересно, все вам будут говорить, либо советовать, да, какие-то противоречивые вещи. Вот, голова может взорваться. Значит, мои хорошие, обсуждайте это все в кругу своей семьи с близкими людьми. И доверяйтесь, конечно же, своей интуиции. Вы знаете правильный ответ, вы его знаете. Вот почему себе не доверяете, это другой вопрос. Так нельзя. Вы хозяин, хозяйка своей жизни. И вы должны брать всецело ответственность на себя. Да, вы можете кого-то спросить, но действовать вы должны по своему уму, по своей интуиции. И тогда все будет хорошо. Так, а здесь у меня женщина от мужчины ждет. То ли звоночка, то ли смс-очки. Чего-то вы ждете от мужчины. Очень похоже на любовные отношения, но также может быть какие-то деловые связи. Значит, мужчина в какую-то молчанку уйдет на пару дней.
пару дней вот ни слуху, ни духу, ни привета, ни ответа. Вы будете думать самое худшее, да, что все, отказался, не будет, подставил, подвел, разлюбил, да, ну в том же ключе. На самом деле там какая-то есть очень серьезная причина, очень серьезная. Вы о ней узнаете. Мужчина выйдет на связь, но позже. То ли на 2 часа позже, чем обещал, то ли на 2 дня позже, чем обещал. Но выйдет. Он вам все расскажет, объяснит. И если будете думать о нем плохое, то вам будет стыдно. Вот, я вас сразу предупреждаю. Не, он нормальный, просто что-то случится с ним. Вот, что-то произойдет, ну, из ряда вон выходящее, да, какой-то форс-мажор произойдет. Не спешите кидать проклятие в его сторону, да, просто дождитесь, и все будет хорошо, все на места станет, что обещал, то сделает, да, либо там вы ждали от него слов любви, он их обязательно вам скажет, все будет замечательно. Так, в семье, в браке, в отношениях. В принципе, все как всегда. Никаких особых изменений я не вижу. Просто вижу желание мужчины, ну, я не знаю, то ли сблизиться, то ли угодить. Ну, как-то будет проявляться, так, знаете, не сильно активно, но будет. Какие-то поступки будут делать, слова какие-то будут говорить. В принципе, было неплохо, но мог бы и лучше. Если у вас какая-то годовщина, какой-то вот праздник намечается, девчонки, не ленимся, намекаем, подсказываем, подсовываем ему информацию. Если у вас, например, день рождения или там годовщина вашей свадьбы, либо день рождения у вашей мамы, отца, да, вы там ненавязчиво ему подкинете эту информацию, потому что он 100% забыл. И чтобы потом было попроще и менее болезненно именно для него, да, вы лучше ему помогите и напомните. Не надейтесь на то, что он знает, на то, что он там помнит. Нет, не помнит, совершенно не помнит и ничего не знает. Здесь нужно прям четко указать. Вот. В среду день рождения моей мамы. Да, не забудь. Подарок, цветы, поздравления. Да, и никаких, чтобы у тебя планов не было. Мы едем к моей маме. Вот. Если у вас день рождения, либо там день свадьбы, вы уж там прямо ему, не знаю, смс-ку пришлите, либо плакат нарисуйте, там, свидетельство о браке ему подкиньте, чтобы он посмотрел. Вот. Это нужно озвучивать, показывать, иначе забудет, точно забудет. И праздник будет испорчен. Так, еще. У кого пьющие мужчины, у кого пьющие, в принципе, неделя сухая идет, но вот к выходным его может кто-то подбить. Знаете, все начнется с пива, а закончится, ну прям, даже и говорить не хочется, да, в зюзю, просто в зюзю. Вот, девочки, поэтому следим, контролируем, не выпускаем. Ни пива, ни там чего-то, кваса, да, вот этого не надо. Алкоголь, да кефир даже не давайте. В кефире тоже там алкоголь содержится чуть-чуть. Вот, ничего не давайте. Если проконтролируете, ну, неделька прям совсем сухая будет. А если упустите момент, ну, это ближе, вот смотрите, идет пятница, скорее всего, под пятницу. Вот, там уже выходные просто в пьяном угаре будут. Так. Парень, молодой парень, очень талантливый парень вышел, молодой. Не знаю, он какой-то сотрудник, какой-то мастер, кто он, доктор. Очень молодой парень вышел. Вот относительно вас молодой прям. И он что-то должен для вас сделать. Либо у вас как выбор к нему обратиться, либо другого поискать. Вас будет смущать именно возраст этого человека, что он так молод. Значит, пусть вас это не смущает. Он умничка, он молодец. Он такой, знаете, талантливый, с фантазией. Он, ну вот знаете, как не знает, так он найдет людей, кто знает, кто может посоветовать. Вот старается, от души делает. Не судите людей по возрасту. Вот, это очень важно. Обращайтесь именно к этому молодому парню. Вот кем бы он ни был, чтобы у вас там за проблемка не случилась, именно к нему идите. К молодому. Вот. Возраст – это не показатель профессионализма, поверьте. Так.
Странно. Какое-то письмо. Вы либо отправлять будете, либо получать какое-то письмо. Почему-то вы переживаете. Переживаете, например, дойдет, не дойдет. Либо если получаете, когда придет, вы нервничаете, когда же оно придет. Придет, дойдет. Не надо переживать. Не ищите каких-то сложных путей. Вот этого делать не надо. Не надо. По привычке делайте, да. Если отправляете письмо, ну как вы обычно отправляете, так и отправляйте. Если вы ждете, ну, просто расслабьтесь и дождитесь. Письмо к вам придет. Обязательно придет. Так, какие-то вопросы с родственниками вышли. Какая-то критика идет в ваш адрес, в вашу сторону. Может быть, старшее поколение тут будет воспитывать, уму-разуму учить. Какой-то непростой у вас идет то ли день, то ли вечер. Придется потерпеть, да, именно потерпеть. Ну, вы и сами знаете, я не буду вас тут учить, да, подсказывать, вы и сами знаете, как справиться. У вас либо встреча назначена, либо вы знаете, что человек приедет в это время. Вот как вы там себе представили, так оно приблизительно и будет. Ну, потерпите, подождите. Вот. Это ж не со зла, Такой человек, вот, характер такой, да. Вот, там надо просто потерпеть. Так, кто-то у меня будет будете получать какую-то то ли коробку, то ли, ну, не знаю, сумка, пакет, что это. Получаете вы что-то, кто-то вам передает, либо выдает. Будет меньше, чем обычно, например, да, либо меньше, чем вы ждали. Это нормально, но в этот раз вот именно так вам придет, либо дадут. Либо, знаете, вам кто-то там наговорил: ой, ты знаешь, там так много всего дают, и то, и сё. А вы вот сидите и мечтаете, а вам принесут намного меньше. Это нормально. Это не значит, что вас обделили. Просто там человек преувеличил во много-много раз. Ну, спасибо, что дают, да, спасибо, что передают. Вот это спасибо. Так, кто с женщиной с какой-то в плохих отношениях? Женщина вышла. Женщина. Она что-то делает. С собой, наверное, что-то будет делать. Что-то в себе менять. Что-то кажется, что она под вас как подделывается. Может быть, такую же стрижку сделает, да, либо покрасит волосы в такой же цвет, как у вас. Может быть, одежду купит похожую на вашу. А может быть, один в один. А может быть, даже, знаете, как вот что-то ваше возьмет, себе как присвоит. Вот вижу, что очень будете на нее злы. Вам захочется прям с этой женщиной что-нибудь сделать. Но держите себя в руках. Ну, без вас сделают. Не тратьте ни время, ни силы, ни энергию на эту женщину. Вот, она нездоровая. У кого-то в переносном смысле, у кого-то в прямом отыграется. Вот здесь вот как высшие силы, я так понимаю. Либо какой-то человек, почему нет? Да, вот что-то с ней произойдет. Сначала, смотрите, она вас бесит, а потом вам ее жалко. Ну, что-то произойдет, что-то случится. Прям такое грандиозненькое идет. Так, девочки, у кого роман на работе, особенно с начальниками. Ну, тут какая-то прям острая фаза идет. Что-то приревнует вас этот мужчина. Приревнует. И вы, смотрите, вы либо сблизитесь, прям уж сблизитесь так, что вместе останетесь, либо вы расстанетесь. Я не вижу, как у вас прям, какой выбор вы сделаете, да, как у вас пойдет. Но вижу, что будет как выбор. Какой-то острый момент, очень острый момент, который все разрешит в ваших отношениях. Либо вместе, либо врозь вы получаетесь. Но для мужчины это травма, очень сильная травма. И ревность травма, и там, если расстанетесь, он вас не забудет. Не захочет уходить из вашей жизни. Может быть, вы захотите, чтобы он ушел, но он нет. Он будет всячески там как-то, знаете, может подсылать кого-то будет, сам будет постоянно вот пытаться, там, не знаю, договориться, восстановиться.
действовать будет, одним словом. Но если бы он, понимаете, подобрее был, либо по открытии с вами, по крайней мере, четко бы вам вот объяснил, рассказал, там, не знаю, поговорил с вами, было бы проще. Знаете, такое впечатление, что он что-то от вас скрывает, не договаривает, какую-то свою больку, либо какое-то свое переживание. Девочка, если мужчина вам нужен, ну тогда примите меры, да, не посылайте его. Если вы давно хотели от него избавиться, прекрасный случай с ним расстаться. Ну, он вам как повод дает, да, вот это его ревность, это будет для вас повод. Так, девочки, какая-то переписка будет восстановлена. Человек, с кем вы переписывались, какой-то ухажер, какой-то, ну, не знаю, приятель, жених, может быть, даже, да, может, давно не общались, не писали друг другу, может, вообще он вас как-то заблокировал, либо вы его заблокировали. Я вижу, что у вас восстановится переписка с этим человеком, вы опять будете общаться. И в этот раз уже все будет по-другому, по-другому. Как-то более серьезно к вам будет относиться. Вы прям с первых слов это почувствуете. Так. У кого дети школьники могут быть, как вызывают в школу вас, да, либо могут жаловаться преподаватели на ваших детей. Ну, вот именно на поведение, либо на успеваемость. Ну, там такие еще фантазеры могут любую повод, причину придумать, чтобы нажаловаться на вашего ребенка. Сразу вот песочек показал, что ваш ребенок ни в чем не виноват. Здесь идет либо, ну, по вине взрослых, ну, по вине тех же преподавателей, ну, халатность, какое-то несерьезное отношение. Вот, ребенок не виноват. Виноваты те, кто будет жаловаться. Вот сразу вас предупреждают. Скорее всего, в школу будут вызывать, да, либо преподаватель будет звонить и что-то вам прям рассказывать, какой у вас ребенок, там, балованный, либо там не хочет учиться. Нет, это не ваш ребенок виноват, это именно от преподавателя идет. Так. Мне очень нравится, что у вас тут уточка выходит. Очень классная уточка. Но вам эту уточку какой-то человек на руках несет. Да, это не ваша уточка, а от кого-то вам эта уточка идет. Ждите посылок, подарков, ждите возвращения. Ну, например, муж с командировки вернется прям и с деньгами, и с подарками, и с какими-то вкусняшками. Там, может быть, там запасы вам привезет. Вот, прям не ждете. В левую сторону смотрит уточка, вы этого не ждете. Ну, будет очень приятно. И человечек, понимаете, он, ну, прям постарается от и до. Может быть, родственники приедут, привезут там вам гостинцы. Да, что-то прям вкусное, нужное, необходимое, я бы даже сказала. Может быть, вы поучаствуете в какой-то программе, да, может быть, выдавать что-то будут. Ну, прям от души. От души. Я вижу, что у вас вот всю неделю, вот и вкусненькое есть, и вы прям спокойно. Вот вы знаете, что в холодильнике у вас все есть, и есть на что на стол поставить. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.